Иран– волшебная страна. Дорогие друзья, вы слушаете культурный еженедельник «Иран– волшебная страна» на тему экскурсии по иранской провинции Курдистан. Сегодня мы хотим ознакомить вас с округом Мариван, занимающим особое географическое положение, отличающим климатическими условиями, разнообразными культурно-историческими и природными достопримечательностями. Округ Мариван на севере и западе граничит с соседним Ираком. Одноименный административный центр округа, город Мариван, находится в западной части Курдистана, в горной местности на высоте 1272 метра над уровнем моря. Город Мариван расположен в 128 километрах к западу от Сененджеджа, административного центра провинции. Мариван с годовыми осадками более 750 миллиметров считается одним из самых дождливых районов страны. Благодаря высокой дождливости здесь высокие горы, долины и равнины полностью покрыты разнообразной растительностью. Из-за наличия довольно высоких гор, обильных осадков и низменности на долинах и низменных местах текут многоводные и постоянные реки, которые своим извилистым руслом на фоне зеленой природы создают чудесную и неподражаемую картину. Благоприятные климатические условия создали уникальный лесной пейзаж на предгорьях этой равнины, вдохновляющий любого посетителя. Среди растущих здесь деревьев можно выделить такие, как дикая груша, грецкие орехи, миндаль, клен, дикие фисташки и разного вида дуб. Растительный покров охватывает все пространство от северо-запада до юго-востока, а в отдельных местах и до востока округа Мариван. Площадь лесного растительного покрова в этом районе составляет около 200 тысяч гектаров и составляет более 60% лесов Курдистана. Лесной покров Маривана вкупе с озером Заривар придает городу Мариван уникальный и вдохновляющий вид. Город Мариван простирается на лоне горы рядом с одноименной просторной равниной. Экономическая жизнь и хозяйство Маривана издревле зависели от природных ресурсов, пастбищ и лесов, поэтому скотоводство и обмен молочными и мясными продуктами играли решающую роль в хозяйстве населения, и в некоторых районах земледелие, садоводство и кустарная промышленность считались дополнительной деятельностью в местной экономике. На сегодня главная экономическая деятельность в этом районе связана со скотоводством и сельским хозяйством. Главными сельскохозяйственными продуктами являются промышленные культуры, в том числе табак и бобовые. Из второстепенной экономической деятельности можно выделить кустарные изделия, в частности, изготовление паласов играет основную роль в местной экономике. Мариван, как часть территории провинции Курдистан, наряду с глубокой древней историей отличается и богатой культурой и цивилизацией. Об этом свидетельствуют оставшиеся в этом районе исторические и культурные памятники. Древние здания на окраине Маривана свидетельствуют о том, что люди жили в этом районе 3000 лет назад. Будучи расположенным на дороге к Ктесифон,
Тахти-Сулейман – это были два важных древних города Ирана. Мариванн находился в фокусе внимания во времена парфян и сасанидов. В более поздние времена город Мариванн не только был административным центром округа, но и играл ключевую роль в коммуникационной связи между разными областями провинции. В туристические достопримечательности округа Мариванн входят исторические памятники и природные развлечения. Давайте ознакомимся с некоторыми из них. Крепость Имам считается ценным историческим памятником, находящимся в 3 километрах к востоку от города Мариванн. Эта крепость была построена в 945 году лунной хиджры. На сегодня в кирпичном здании крепости видны признаки высеченных из камня лестниц водного хранилища. Крепость Имам позже подверглась реставрации и эксплуатации одним из правителей Курдистана. Рядом с крепостью встречаются следы так называемой Красной мечети. Особое значение в округе Мариванн имеет деревня Нигел на расстоянии 65 километров от шоссе Мариванн-Сенен-Дедж. Своей популярностью Нигела обязан наличием здесь старинного, изящного экземпляра священного Корана, хранится который в сейфе мечети. История этого изящного экземпляра Корана, написана на куфическом письме, насчитывает более 1000 лет. Еще одной природной достопримечательностью округа Мариванн является озеро Заривар, занесенное в список объектов национального наследия Ирана. Озеро Заривар или Мариванн считается одним из уникальных достопримечательностей, главным прудом в провинции Курдистан. Заривар находится в 2 километрах к западу от Мариванна на высоте 1285 метров над уровнем моря. Вода в озере пресная, она поступает из многочисленных родников, расположенных на дне водоема. По берегам озера раскинулась зеленая равнина, окомленная горными склонами. Протяженность озера Заривар составляет около 5 километров, средняя ширина около 1,6 километра. Ширина озера варьирует в разные времена года из-за изменения объема воды и в самом глубоком месте достигает 5,5 метров. Пресная вода и благоприятные экологические условия позволяют разводить в этом озере несколько видов рыбы. Среди них белая рыба, карп и рыба-невеста. Последняя – одна из местных видов рыбы, имеющая большую питательную и экономическую ценность. Необыкновенный климат, богатая растительность, обилие рыбы и водоплавающих птиц придают этому озеру эстетическую ценность и сулят незабываемое впечатление любителям отдыха на природе. Интересно заметить, что озеро Заривар зимой замерзает, и до начала весны население близлежащих селений использует его поверхность для укороченного перехода. С этой точки зрения она также пригодна для катания на льду. Друзья, природные достопримечательности округа Мариванн не ограничиваются прекрасными лесами и великолепным озером Заривар. В этом районе на высоте 1452 метра от уровня моря, в прекрасном горном районе с неподражаемым климатом и нетронутой природой находится местечко под названием Ураман-Тахт и река Жаврут. Ураман – это обширный горный район с красивой природой, охватывающий всю южную часть провинции Курдистан. Местные жители говорят на диалекте урами. Это диалект
курдского языка. Руины древнего зороастрийского храма в окрестностях селения говорит о том, что в доисламские времена население этого района исповедовало зороастрийскую религию. Местные жители разговаривают на курдском языке с уруманским диалектом. Жилые дома здесь построены в виде лестницы на лоне горы, так что крыша каждого дома есть двор другого вышестоящего дома. Так, селения Ураман имеют дома с лестницами, которые рядом с зеленой природой создают особую прелесть. Население Урамана исповедует ислам. Эта народность подарила миру известных ученых и мыслителей. Местные обычаи и традиции из-за труднопроходимости этого пересеченного места остались здесь почти нетронутыми. Многие из них не просто глубоко связаны с древними обрядами, но и с мусульманской верой местного населения. Друзья, район Мариван в силу своих географических условий, горных помещений, богатого растительного покрова, водных ресурсов, включая реки и пруды, создали подходящее место обитания для разного вида птиц и животных, и поэтому он считается одним из самых пригодных для охоты районов провинции Курдистан. В охотничьих угодьях этого района обитают разного вида хищные и травоядные млекопитающие. Среди представителей фауны можно выделить леопарда, волка, лису, горного барана и козла, бурого медведя, кабана и ласку. Следует отметить, что в районе обитают и такие виды птицы, как куропатка, голубь, тетерев, орел, утка и многие другие.